позади? Что вы можете сказать? 5 лет что показали, что сумели сделать на сегодняшний день? Что впереди предстоит? Чувашское отделение создавался на основе договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Чувашской Республикой. По постановлению Кабинета министров Республики Башкортостан при содействии администрации города Стерлитамака и ректората Стерлитамакского педагогического института. За 5 лет нами при помощи коллектива кафедры татарской и чувашской филологии, при помощи студентов чувашского отделения сделано немало. Полностью, на сегодня можно сказать, мы создали материально-техническую базу чувашского отделения. При помощи чувашской диаспоры Республики Башкортостан и при непосредственной помощи высших учебных заведений Чувашской Республики. На сегодняшний день мы полностью обеспечиваем студентов учебно-методическими пособиями, достаточно укомплектованы кадры. В будущем... Сколько человек работает? На нашей кафедре работает на сегодняшний день 8 человек. На чувашском отделении преподавание ведут, значит, 2 преподавателя с высшим базовым образованием. Васильева Лера Аркадьевна и Власова Лариса Валерьевна, выпускницы Чувашского государственного университета. Они систематически работают над улучшением материально-технической базы нашей кафедры, методической базы нашей кафедры. И при этом, несмотря на большие трудности, они успевают работать и над повышением своей квалификации. Оба это преподаватели у нас обучаются в аспирантуре Чувашского государственного университета. Научный руководитель у них известный языковед, доктор филологических наук Егоров Николай Иванович. Конечно, у нас в течение 5 лет были разные периоды на чувашском отделении. Были и трудности начальные, которые сумела эти трудности преодолеть благодаря, можно сказать, первому преподавателю чувашского отделения, заведующего чувашским отделением Ивановой Елизаветы Ильиничны. К нам постоянно приезжали на первых порах профессора, доктора наук, академики с Чувашского государственного университета и других вузов Чувашской Республики. Мы с ними поддерживаем и сегодня тесные взаимовыгодные контакты. Необходимо сказать, что мы очень в этом отношении продвинулись. Ездили в город Чебоксар для подписания договора о сотрудничестве между Стерлитамакским государственным педагогическим институтом и Чувашским государственным университетом. Договор подписали наш ректор и ректор-академик Чувашского университета, вице-президент, премьер-министр Лев Пантелеймонович Кураков. За успехи в создании чувашского отделения и за поддержку чувашской диаспоры в городе Стерлитамаке наш ректор был награжден почетной грамотой Чувашской Республики, который вручил президент Чувашской Республики господин Федоров. Конечно, у нас наряду с успехами имеются и трудности. Это прежде всего кадровый вопрос. Потому что преподавание ведется не только на Чувашском отделении филологического факультета, но и на факультете методики начальных классов. Поэтому нам бы очень хотелось для
усиление базы чувашского отделения, получить помощь именно в кадровом вопросе. Конечно, мы раньше сюда приглашали преподавателей из Чувашской республики, но сейчас, я думаю, будем надеяться только на свои силы, потому что в этом году у нас состоится первый выпуск. У нас имеются планы и в будущем при кафедре, как преподавателей чувашского языка, оставлять именно своих выпускников. На чувашском отделении в 5 курсах обучается более 110 студентов. А в этом году мы выпускаем 19 человек. И куда они по распределению или, как сказать, сами ищут работу? В этом отношении нам очень помогает отделы образований районов, где проживают чуваши, Министерство народного образования. И отрадно сказать то, что вот наши выпускники, хотя и получают специальность русский язык и литература, чувашский язык и литература, распределяются именно по специальности чувашский язык и литература. Это показывает, что перспектива подготовки учителя чувашского языка и литературы в Республике Башкортостан, я имею в виду, значит, в городе Стерлитамаке, в Стерлитамакском государственном педагогическом институте, имеется. И в этом отношении мы будем стараться поддерживать те начальные традиции, которые заложены за последние 5 лет. Профориентационную работу мы ведем активно, выезжаем в районы, в школы, налаживаем все контакты. Скоро мы закончим работу по составлению карты чувашских школ, где ведется преподавание чувашского языка и литературы в Республике Башкортостан. Позапрошлом году и в прошлом году у нас увеличился число абитуриентов, подавших заявление на чувашское отделение. Мы принимаем студентов для чувашских начальных классов на заочное отделение. У них экзамен начинается, вот документы мы в мае уже принимаем, 25 человек мы принимаем, и то есть у них экзамен уже начинается 1 июня, а на дневное отделение по специальности русский язык и литература, чувашский язык и литература на филологическом факультете мы тоже принимаем 25 человек. Документы мы начинаем принимать, как только в школах, выпускникам школ вручат аттестаты о среднем образовании. Конкурс большой бывает? Вот последние 2 года у нас конкурс на чувашское отделение было не меньше 3 человек на место. Я думаю, что это очень большой показатель, и думаю, что этот показатель у нас идет в рост с каждым годом. Марс Ильмединович, у вас сегодня большое мероприятие. Как часто у вас такие мероприятия проводятся? В последние годы вообще в городе Стерлитамаке такие мероприятия, ну, я бы не сказал, что часто, но периодически проходят. Это связано с тем, что мэром города Спартак Галеевичем Ахметовым поставлена задача превратить город Стерлитамак во 2-й город после города Уфы, центр образования, науки и культуры Республики Башкортостан для южного региона. И это правильная идея совершенно, потому что вся мировая практика говорит о том, что такой большой достаточно республики, как Республика Башкортостан, концентрировать всю высшую школу, всю науку и культуру только в столице, это просто даже экономически невыгодно. Поэтому, я думаю, со временем Стерлитамак станет истинным, настоящим центром именно образования, культуры и науки. И вот эта идея потихонечку, она реализуется.
Так случилось, что в Стерлитамакском педагогическом институте вот такое красивое сочетание. Мы готовим специалистов и башкирского языка и литературы, русского языка и литературы, татарского языка и литературы, чувашского языка и литературы. И вот передо мной материалы вот этой конференции, и они изданы на 4 языках. На 4. На башкирском, на русском, на татарском, на чувашском. Случай крайне редкий, наверное. Да, это впервые. Даже сказали, что это впервые в Республике Башкортостан. Да. Но это естественно, потому что подготовка учителей чувашского языка с высшим образованием впервые в истории республики нашей у нас в Стерлитамаке, и вы это знаете. Поэтому вот мы достаточно его капитально подготовили, и сегодня пленарное заседание уже прошло, и вот эта наша подготовительная работа и проведенная нами работа, в общем-то, была оценена достаточно высоко. У вас в этом году, если вы перейти на чувашское отделение, первый выпуск. Да, да, мы очень рады этому. И мы готовимся к этому. Первый выпуск у нас будет. Вроде вот только было недавно. Мы готовились, только принимали. Знаете, 5 лет так быстро пролетело. И вот мы уже первых учителей, уже их направили. И они поедут уже учителями чувашского языка и литературы, подготовленные в Стерлитамакском педагогическом институте, и будут учить чувашских детей, так сказать, уму-разуму. Это здорово. Мне вспоминается первая наша встреча, когда отделение открывалось, вы тогда сказали, мы не хотим, чтобы отделение, новое отделение готовило суррогаты, что мы приложим все силы, чтобы отсюда вышли высококвалифицированные специалисты. Это решение принято Кабинетом министров, выпущено специальное постановление. Вот это говорит о том, что наше руководство республики уделяет решению национальных вопросов очень большое внимание. И во исполнение этого постановления мы как раз сегодня и начали вот уже непосредственный прием заявлений закончен и экзаменов у абитуриентов. Всего сдают, если я не ошибаюсь, 37 человек. И вот из них мы должны отобрать 25 человек. И как вот ваша мечта Знаете, осуществилась? оказалось, это не так просто. Это очень сложной проблемой оказалось. Мы стремимся, из Чебоксар к нам приезжают люди, но, к сожалению, вот на постоянное место жительства сюда нам не удалось. Даже кандидаты наук, которых мы пригласили, мы не смогли сделать так, чтобы они ужили здесь. Но мы пошли по другому пути, он более капитальный. Мы, жителей, которые обучались в Чебоксарах, наших уроженцев Башкирии, вот мы такой круговорот сейчас создаем. Они сейчас готовятся, хорошо ведут, скоро они кандидатами станут в аспирантуру и так далее. Потом мы других пригласим. Вот таким образом мы создадим здесь уже из своих чувашей. Понимаете? Не пришельцев откуда-то. Они у них там другие связи, как-то это уже установлено, мы это все понимаем. Нам нужно вот так капитально это сделать. И этот процесс идет нормально. Марат Этот Гельмидович, процесс нормально идет. мы слышали, что лично президент Чувашии вам вручил почетную грамоту. Да, За да, что, да, если они не высоко секрет? оценили это. Я очень благодарен. Федоров Николай Васильевич, да, я был в Чебоксарах, и он вручил мне почетную грамоту. Я дорожу этой оценкой моего скромного труда, потому что, ректор, он всегда вносит определенный вклад, конечно, но основной вклад вовсе не я вношу в это дело. Это вы все прекрасно понимаете. Причем... Но я это всей душой поддерживаю и буду поддерживать, потому что вот когда мы говорим стабильность у нас в Республике Башкортостан, знаете, я не похвастаюсь, вот эти решения правительства, вот это решение президента об открытии в педагогических вузах специальностей, которые будут готовить учителей с высшим образованием по чувашскому языку литературы, по татарскому языку литературы. И в решении этих постановлений именно в нашем институте были открыты подготовка учителей татарского языка литературы, чувашского языка литературы. Татарский мы уже выпустили первый. Теперь будет первый выпуск чувашского языка, учителей чувашского языка и литературы. Это было принципиально правильное решение. Принципиально. И за это все жители благодарят. Все жители Республики Башкортостан. Окружающие письменные благодарности есть. Есть устные, обычная словесность. И эти решения внесли очень существенный вклад в стабильность
нашей республике. И мы тоже благодарим наше руководство, они совершенно правильное решение приняли. Это здорово. Надо поднимать все языки. Ни один язык не должен не пропасть, не умереть, и все люди, хоть 2-3 человека желают этот язык освоить, мы должны создать им необходимые условия, чтобы они освоили. Это совершенно правильный подход. Значит, у вас перспективы и филологического отделения в том числе большие, они соответствуют политике республики, мудрой политике. Значит, мы желаем вам успехов. Огромное спасибо. Я думаю, у нас перспективы института будут большими, даже потому, что мы в этом году прошли аттестацию государственную, и аттестационная комиссия рекомендовала нас вообще в педагогический университет. Но мэр города на этом не успокаивается. Он говорит, мы организуем здесь классический на вашем основе университет. Ну, ему виднее, мы поддерживаем эту идею, и, естественно, здесь найдется место всей филологии. И башкирский, и русский, и чувашский, и татарский. Обязательно найдется. Потому что язык – это слишком важное дело. Слишком. Есть язык, есть нация. Нет языка, извините, и литературы, нет нации. Вот так я понимаю. И для этого мы, в конце концов, существуем, и Стерлитамакский пединститут этим погаснуть, этим уже достигнутому, но никогда не даст. Это уже невозможно сделать. На попятную пойти. Уже времена не те.